Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон, пояснения представителей государственных органов, привлеченных по данному делу в качестве третьих лиц. И на этом исследование материалов по делу тип 1, представляющего интересы Михайлова, окончено. В этой связи предоставляется право заключительной речи. Олег Павлович Михайлов, пожалуйста, пройдите к трибуне. Вот сейчас вы можете все, что думаете, сказать по этому поводу. Дать, да? Ну, вы же этого хотели. Я прошу прощения, товарищи. Ну вот, сейчас я послушал товарищей. Вот такая вот неразбериха, вот все 15 лет. Один одно, другой другое. Все они знатоки Афганистана. Все. И говорят, мы знаем, чем вы там заняли, вы там пьянствовали, там туда. Извините, я был такого уровня всегда и всюду, чтобы такие вещи допускать. Командующий армией со мной был все время, маршалом встречаться и так далее. Товарищи, я не пойму одно. Заменили закон. Еще когда районный суд обсуждал это до того, они подали иск в межрайонный суд. Первое. Что вот такой. А что говорили своих... Там еще не было не отрезано это было, это советники направленно-правительственные. Вот это советники, это понимается в виду, что это военные советы, понимается и так далее. На межрайонном суде. Межрайонный суд меня поддержал. Это чушь, потому что много было доказать, в том числе заместителя министра обороны СССР. Зачем было ломать закон, если все ясно, что партийный советник – это обслуживающий персонал наравне там, с посудомой, как сам председатель комитета Джургин сказал. Вот с чем меня сравнили. Зачем менять закон? Вот, видишь, все, ты, значит, такой-сякой, и, значит, ничего. И всю дорогу почему-то вот то принимает, правительство принимает. Джейнбеков поддерживает, но потом, когда президентом стал, забыл, наверное, что Улугбек ему вот возражение. Как понимать это возражение? Как понимать это фальшивый документ, который 2 министра сидели, 3 слушания прошли, голосовали за, когда кончилось, приняли закон, начали возражать. Что у нас, почему такие вещи у нас творятся? И самое главное, авторитетные люди, которые поняли, где я был, что я делал, уровень моей, под какой-то защитой еду, под чем-то там охраняемый, жена моя. Жена была всего-навсего там около года. А остальное-то я сам. А там как получилось? Она через полгода, как я уехал, она попросила, Губарев был такой, а мы с ними прекрасно, она к нему. А он говорит, Валентина Григорьевна, отрубите мне голову, я вас не пущу. Она напишет письмо в ЦК КПСС. И тогда ей дали команду отдел ЦК КПСС и поехал наработать в Баграме в батальон по медсанчасть. И показала себе, благодарность получила, грамоту получила. И сам командир батальона только у нее лечился, потому что она глава Таласа была. И так далее, и так далее. Превратили. Тогда давайте закон прямо напишем, что Михайлов был там как служащий, как, не партийный советник. Мне просто стыдно за такое название и такие работы, куда я провел. Как быть мне, как людям говорить? Меня знают, все видели, звонят, как что, туда-сюда. Что значит я в боевых действиях? А там командир полка участвовал в боевых действиях. Извините, я вам про каждого командира полка расскажу, про каждого командира дивизии расскажу, кто и как себя вел. А советники в афганской системе, тогда они за ворота не выходили. Это же не шутки, в воинской части там выходили. А я по всей области, по всему Парвану ездил. И даже Ахмад-Шах, разведчик ходил, Ахмад-Шаху КГБшник ходил, носил, говорит, я ношу труды Маркса ему на таджикском языке. Я говорю, возьми меня. Вы что? А буквально 5 километров в Паншере
мы в Рухе стояли, а туда буквально 5 километров уже Ахмадшах Масуд был. У меня в обкоме партии за отделом обороны товарищ Ахмадшаха Масуда был. Тогда я был им пацану, было 27 лет Ахмадшах Масуда. И так далее, и так далее. Надо, давайте оформлять официально какое-то заявление, что то-то, то-то рассмотрено, и этот Михайлов, значит, не заслуживает того и сего. И просто я, чтобы людям показал. ЦК КСС меня поздравили, Турзакон Усабали, Карстанбек Дучей, там, Султан Ибраимович, Кошоев, все. Молодец, все, теперь, значит, я кто? Напросился. Я не хотел ехать. А Макаренко, я говорю, слушай, Вячеслав Александрович, а почему у меня? Да надо русского, надо вот такого. А ты что, наши порядки не знаешь, если не поедешь? И так далее, и так далее. И вот, пожалуйста, теперь. Надо было не ехать. Благодарю за меня, извините. Гульдина Амальцевна, вам предоставляется право заключительной речи. Уважаемые судебные коллеги Конституционного суда Кыргызской Республики, я прошу обратить внимание на то, что Михайлов Олег Павлович пользовался льготами до 2010 года. В данное время нет средств существования, кроме пенсии заработанной. И прошу это тоже учесть при вынесении законного решения. И я полностью поддерживаю ходатайство. У меня все. Присаживайтесь. Самат Хаштобекович, вам предоставляется право заключительной речи. Михаил Олег Петрович работал партийным советником первого секретаря Демократической партии Афганистана, провинции Парван. На учебные сборы не перезвался, и Афганистан был направлен не через военкомат. Вопрос о включении Михаила Олега Павловича в числе участников боевых действий на территории других государств, имеющих право на социальные гарантии и компенсации согласно статье 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и дружинных тыла, был решен в судебном порядке в 3 инстанциях. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, выступившей в законную силу актов Кыргызской Республики, обязательно для всех государственных органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. В связи с чем ходатайство теперь представляющий интересы Михаила Олега Павловича о проверке конституционной части 1 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и дружинного тыла, части 4.1, статья 11, часть 1 статьи 23, часть 1 статьи 24 Конституции Республики просим оставить без удовлетворения. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела по ходатайству Теперова, представляющего интересы Михайлова Олега Павловича, о проверке соответствия части 1 статьи 17 Закона о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла, части 4 статьи 11, части 1 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики считается окончено. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. Прошу всех встать.